Дорогие зрители, вашему вниманию представляем информационную программу «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бабушеева. Здравствуйте. Встреча министра культуры Республики Таджикистан Матлюба Хонсаторион и генерального директора фонда «Культурная деревня» Катара профессора Халида бин Ибрагима Аль-Сулайти состоялась 8 февраля в Дохе, государства Катар, в рамках Дней культуры Республики Таджикистан в государстве Катар. Об этом сообщили в министерстве. Стороны оценили проведение Дней культуры Республики Таджикистан в государстве Катар как результат дальновидной политики высших руководителей государств и назвали этот шаг важной основой для развития дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Как сообщалось ранее, 6 февраля в Катаре начались Дни культуры Республики Таджикистан, которые продлятся до 13 февраля. В рамках этой встречи ожидаются торжественные концертные программы, выставки национальных костюмов, фотографий и картин. В рамках программы мероприятия, организованной прокуратурой города Душанбе совместно с исполнительным органом государственной власти района Шох-Мансур города Душанбе, в зале общеобразовательного среднего учреждения номер 35 состоялась просветительская конференция, приуроченная к Международному дню предотвращения насильственного экстремизма, ведущего к терроризму. Подробности данной темы смотрите в нашем репортаже. В целях повышения правовой осведомленности жителей столицы прокуратура города Душанбе на регулярной основе проводит просветительские мероприятия и акции. В рамках этой работы была организована очередная встреча с участием представителей Союза молодежи района Шах-Мансура, сотрудников прокуратуры города Душанбе, педагогов, студентов и их родителей. В ходе встречи было отмечено, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН номер 77/243 от 20 декабря 2022 года 12 февраля объявлена Международным днем предотвращения насильственного экстремизма, ведущего к терроризму. Республика Таджикистан, как полноправный член Организации Объединенных Наций, ежегодно проводит различные мероприятия, приуроченные к этой дате. В этом направлении прокуратура совместно с министерствами, ведомствами и органами государственной власти городов и районов осуществляет разъяснительно-просветительскую, а также культурно-спортивную работу с участием молодежи и общественных активистов. Проведение данной встречи стало наглядным подтверждением этой деятельности. Также было подчеркнуто, что борьба с терроризмом и экстремизмом является одним из ключевых вопросов послания лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Как отметил глава государства, последователи террористических и экстремистских организаций стремятся дестабилизировать обстановку в обществе, посеять раскол, разжечь религиозные и межконфессиональные конфликты, а также активно используют интернет-пространство для введения в заблуждение населения, особенно молодежи, и вовлечения ее в запрещенные организации. В зале ученого совета Таджикского национального университета с участием представителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководителей и представителей различных структур университета, а также журналистов телевидения, радио и республиканских печатных изданий состоялась пресс-конференция. Подробнее об этом в нашем материале. В начале пресс-конференции Таджикского национального университета руководство учреждения кратко проинформировало о деятельности университета в 2025 году. Было отмечено, что в прошедшем году в целях реализации просветительской политики лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на упорядочение учебной, научной, воспитательной, организационной и хозяйственной деятельности, университет, как ведущее учреждение страны, завершил отчетный год с весомыми достижениями. В продолжение ректор университета и представители средств массовой информации провели сессию вопросов и ответов по направлениям обучения и воспитания, науки и производства, международных связей, а также хозяйственно-финансовой деятельности университета. Далее ректор университета выступил с докладом, посвященным повышению качества образования, эффективным мерам по привлечению молодежи к обучению и научным исследованиям, мерам по укреплению воспитания и здоровья молодежи, развитию международных связей и другим актуальным вопросам. В рамках мероприятий, проводимых исполнительным органом государственной власти города Душанбе, ежедневно ведутся работы по благоустройству, озеленению и строительству в пределах районов столицы. О том, как проходит кампания по посадке деревьев в районе Шох-Мансур, расскажут мои коллеги.
Последние годы на территории столицы активно высаживаются редкие деревья, завезенные из-за рубежа. И эта мера способствует не только обеспечению зелени окружающей среды, но и улучшению эстетического облика города. В настоящее время в соответствии с рекомендациями ученых и представителей соответствующих структур продолжается высадка редких декоративных и теневых деревьев вдоль улиц и проспектов района Шох-Мансур. Недавно мероприятие по посадке деревьев было организовано на улице Блохути с участием руководства района Шох-Мансур. В процессе высадки принимали участие сотрудники парков, коммунальных служб района при помощи необходимой техники. Только в этом месте было высажено 15 саженцев магнолии, и планируется их постепенная высадка на других улицах и проспектах района. Процесс благоустройства, строительства и озеленения на территории города Душанбе в этом сезоне получил новое развитие благодаря планам соответствующих структур и широкому привлечению жителей столицы. Однако несоблюдение агрономических правил и условий ухода за растениями зачастую приводит к засыханию саженцев. Поэтому ответственные лица соответствующих структур района Шох-Мансур, включая дорожно-эксплуатационное управление, стремятся обеспечить соблюдение агротехнических норм для достижения хорошего роста высаженных растений. Этот фактор также был учтен в предстоящей кампании по посадке деревьев. Акция по посадке деревьев проходит в соответствии с основным планом благоустройства и строительства исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур города Душанбе. Согласно указу президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, ежегодно 30 января в стране официально отмечается праздник сада. В честь этой даты в столичном лицее номер 2 для одаренных детей состоялось культурно-просветительское мероприятие. О том, как в образовательном учреждении соблюдают древние традиции, в следующем репортаже. Мероприятие в Государственном образовательном лицее номер 2 началось с церемонии зажжения костра, символизирующего суть праздника сада, победу света над тьмой и тепла над холодом. Согласно традиции, огонь в этот день олицетворяет жизненную энергию и призыв к созиданию. В рамках программы руководство и преподавательский состав ознакомились с выставкой праздничного Дастархана. Учащиеся представили национальные блюда и атрибуты народных промыслов. Администрация учреждений высоко оценила уровень подготовки школьников и их знания истории возникновения праздника, который знаменует начало подготовки к весенним полевым работам. Торжественную часть продолжила концертная программа. Ученики лицея представили тематические номера, исполнили национальные песни и танцы, продемонстрировали театрализованные постановки и прочитали стихотворения, посвященные культурному наследию таджикского народа. По словам организаторов, такие акции способствуют патриотическому воспитанию и укреплению национального самосознания молодежи. В завершении мероприятия наиболее активные учащиеся, отличившиеся при подготовке и проведении праздника, были награждены почетными грамотами. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!